Готов пойти на все, лишь бы уехать из Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как люди продают свой последний скот ради билетов на самолет. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Россия с 1 апреля возобновляет регулярные авиасообщения с 5 странами. Граждане Таджикистана, желающие выехать в Россию для работы, готовы на все риски, лишь бы побыстрее уехать. Они влезают в долги под высокие проценты, продают последние ценные вещи из дома, оставляют свои семьи на грани выживания, чтобы только купить билет на самолет. Новость о возобновлении регулярных рейсов между Таджикистаном и Россией вызвала большую радость у Анвара, как и у других односельчан. Он уже 1,5 года сидел дома без работы, за этот период совершив несколько неудачных попыток найти достойный заработок в Душанбе. Услышав новость, что началась продажа авиабилетов в Москву, Анвар тут же собрался в авиакассу, однако билетов не было. Кассир сказала, что их не будет до следующего месяца. Тут узнал Анвар, что мигрантам теперь можно вылететь чартерными рейсами, и решил приобрести билеты на них, но был шокирован ценами на чартер из Кулябы в аэропорт Жуковский. С него потребовали 10 400 самани за рейс на 20 мая. Утром следующего дня Анвар повел на базар единственную корову, которая кормила семью молоком. Как ни сопротивлялись жена и дети, другого выхода просто не было. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам трудовых мигрантов, с которыми общались местные корреспонденты на днях, они купили билеты на рейсы Душанбе-Санкт-Петербург, до Екатеринбурга, куда угодно, в Самару. Нам нужно срочно, не имеет разницы, в какой город России, хоть во Владивосток, главное уехать, говорит Фарук. Цены на авиабилеты на регулярные рейсы по направлению Душанбе-Москва и обратно составляют $500, но их попросту нет в продаже. Что билеты дорогие, отметил и глава агентства гражданской авиации Икром Субханзода. Население для покупки авиабилетов по завышенным ценам вынуждено использовать различные методы и меры, в том числе берет кредиты в банках, что усложняет их финансовое положение, сказал он. Вместо того, чтобы поднимать цены на авиабилеты, авиакомпаниям необходимо увеличить количество чартерных рейсов. В настоящее время, по сообщениям СМИ, Россия испытывает большой недостаток рабочей силы. Минтруда получает много запросов от российских работодателей на работников для сфер строительства, жилищно-коммунальных хозяйств, текстильной и пищевой промышленности. Оплату расходов по транспортировке и оформлению документов, то есть получение патентов, регистрации по месту нахождения, на себя берет работодатель, но в дальнейшем он эти средства будет компенсировать в течение определенного времени из зарплаты самого трудового мигранта. По сообщению представителей Минтруда Таджикистана, цены на билеты составили 29 тысяч рублей. Анвар и подобные люди могли бы обратиться к агентству по трудоустройству за рубежом, но они не обращаются, потому что совершенно не имеют представления о такой организации. В настоящее время ажиотаж вокруг билетов в разгаре. Трудовые мигранты делают все, чтобы уехать быстрее. Их уже не пугают ни высокие цены билетов на самолет, ни предупреждения российских властей о легализации деятельности за баснословные деньги, ни мысли о том, что будет кушать его семья, пока он отправит из России деньги. Вот в таком бедственном состоянии оказались люди, о которых и государство, видимо, особо не думает. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.